Всем доброе утро, мои хорошие! Желаю вам самого-самого замечательного дня и чтобы сегодня было все хорошо. Показывайте все, что вы делаете, именно с душой. Не нужно натягивать улыбку. Вот как есть, так и делайте. Когда вот вы ходите в сторис, общайтесь искренне и не наигрывайте. И потому что люди, народ это все чувствует и именно привязывается к тем, кто на самом деле вот такой, как есть. Мы знакомимся с девочками, которые тоже ведут такие подобные блоги. Мы тоже очень хорошо дружим. У нас нет такого конкуренции. Мы напарники, мы коллеги. Мы делаем взаимопиар. То есть кто-то готовит по моему рецепту, я готовлю по ее рецепту. Мы так делимся подписчиками. На Инстаграм где-то в день я трачу 5-6 часов. Потому что снять рецепт, даже самый простой завтрак, кажется, что это 5 минут. Но пока ты настроишь штатив, пока ты подготовишь продукты, иногда яйцо некрасиво разобьется, я убираю все, готовлю заново. И у меня дети, муж ждут завтрак иногда по часу, по два. Потом это нужно смонтировать все. Это тоже не быстрый такой момент. Чтобы хоть как-то заработать в Инстаграме, я считаю, нужно быть очень крупным блогером, где-то, наверное, миллионником, чтобы прям вот зарабатывать и чувствовать это. Но такие малыши, наверное, еще не чувствуют доход, нету пока дохода у них. Ну, как бы это ж не главное. Вот все, хочется завтра отдать телефон мужу, чтобы он увез его на работу, и я вот отдыхала, лежала и ничего не делала. Но когда вот только такие моменты наступают, мне уже куча сообщений моргает. Аделия, вы где? Вы где пропали? А почему мы сегодня не готовим? А что мы будем готовить завтра? То есть люди ждут, люди готовят продукты, люди идут в магазин, узнают, что им купить, и я не могу просто лечь и ничего не делать. Но люди ждут, и мне это приятно. Но больше поддержка это моральная. Вот. Со всеми остальными обязанностями она абсолютно справляется. И что еще хорошо, она приобщает всю семью, и то есть вся семья сплочается вокруг определенного дела. И это, я считаю, очень хорошо, когда вот не каждый отдельно занимается чем-то своим в замкнутом мире, а когда семья занимается чем-то одним общим. Я просто всех затягиваю в эту рутину. Мы все крутимся. Если мы едем гулять с семьей, то просто я снимаю. Это мне никак не приходится разделять их. Я просто все совмещаю. Там, если нужно поиграть с ребенком, у меня нет возможности, я его в готовке, давай вместе. И все. Я вообще не верю во всякие предрассудки. Не люблю, когда ребенка закрываю таким большим цветочком на фото. Я всем желаю как бы не зависеть от этого, потому что на самом деле ваши цветочки, всякие картинки не спасут. И советую делиться вашим счастьем, потому что вы провоцируете своим счастьем добиваться счастья других людей. Когда я достигаю своих целей, первый мой друг, который мне помогает достичь ее, это самокритика. Потому что я никогда себе не прощу то, что я поставила себе цель и не выполнила ее.